Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре понедельник, 29 ноября. И это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Ноябрь уже подходит к концу, и, соответственно, календарная зима только-только у нас начинается. Но также, я думаю, многие из вас знают, что в пятницу стартовал фестиваль «Зима начинается в Якутии». О том, как он пройдет, какие гости приедут и какие изюминки приготовили организаторы, мы сегодня в нашем эфире поговорим с нашей гостьей Ириной Сергеевной Высоких, министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. А также мы узнаем, как глыбу льда превратить в произведение искусства. Ответ на этот вопрос знают Николай Ушницкий и Айхал Никитин, победители республиканского молодежного фестиваля ледовых скульптур «Молодежь против террора». Мы их также сегодня ждем в гости в нашей студии. Ну и, друзья, и вы также можете поучаствовать в нашем эфире по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Вы можете писать свои вопросы нашим гостям, либо рассказать, что же для вас такое зима, которая начинается в Якутии. Знаешь, очень приятно, что многие зрители уже заранее знают наш номер телефона и еще до эфира уже присылают поздравительные сообщения. Хотелось бы одно из них зачитать. Здравствуйте, искренне хотим поздравить с прошедшим Днем Матери Лебедеву Анну Христофоровну. Желаем ей крепкого, как сталь, здоровья, никогда не болей. Мы очень сильно любим тебя, бабушка, с искренними пожеланиями внучки Охлопковой. А также, пользуясь случаем, хочу поздравить свою свекровь с Днем Матери Прокопьеву Нину Савичну. С удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям. Также поздравляем всех женщин нашей страны с Днем Матери, который прошел вчера. Ну а сейчас самое главное, друзья, и самое время узнать погоду за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 21-22 градуса мороза. В заречной группе сегодня теплее всего в мае – минус 20, минус 37 в Хандыге. В южных сегодня в Алдане в это утро 24, в Нерингре 30 градусов со знаком минус, а в Вилюйской группе 27-35 градусов мороза. В Нижнеленских минус 27, минус 32, в западных 23-24 со знаком минус. В Колымын-Дигирской группе Улусов минус 21 в это утро в Черском. Заморозки в Зырянке минус 41. В Янских минус 23, минус 37. На северо-западе 25-35 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 20 градусов ниже 0. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-юго-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают нам небольшой снегопад. Ветер западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 21-23 со знаком минус. Прям так не хочется, чтобы снова стало минус 40, да? Хочется оттянуть вот эти теплые. Ты знаешь, ты это жителям вот в Черском скажи, хочется им этого или нет. Слушай, ну для них, наверное, это тоже тепло. Для них прохладно это когда минус 60. Ну, друзья, самое главное, будем вам напоминать это утро, каждое утро о том, что самое главное это то, какая температура у вас в сердце. Ну и, конечно же, тепло и доброта в вашей душе. Ну, да, главнее всего погода в доме. А что за окном, это уже так не так уж сильно и важно. Ну а 29 ноября, сегодняшний день, знаменателен тем, что он считается днем рождения Всероссийского общества охраны природы. Именно в этот день, в 1924 году, по инициативе ученых, при участии видных российских общественных и государственных деятелей, был утвержден Устав природоохранной общественной организации. Ну а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. На календаре 29 ноября. Сегодня отмечают День любителя острых ощущений, День мостов, День буквы Ё, День шоколадки, День пирога с лимонным кремом, День электронных поздравительных открыток.
По народному календарю этот праздник посвящен памяти апостола-евангелиста Левия Матвея. В этот день люди ходили друг к другу в гости, на стол ставили постные блюда и проводили время за беседами. Если в доме появлялся нежелательный посетитель, то после него вытирали зеркала, вымывали дверь и пол. А если долго ждали желанного гостя, то в ручку веника втыкали булавки и ставили его у входа. По народным приметам, если в этот день дул ветер, то зима обещала быть с метелью и вьюгами. События в этот день. В русскую азбуку введена буква «Ё». Началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии. В этот день был основан футбольный клуб «Барселона». День создания Всероссийского общества охраны природы. Была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета. Премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась новая сцена Большого театра. В этот день родились Доминика Доницетти, итальянский оперный композитор; Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука»; Жан-Мартен Шарко, французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант «Шарко»; Гертруда Джекил, британский дизайнер, писательница и художник; Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы; Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести «Белый бим, черное ухо». Юрий Войнов, советский футболист, полузащитник, советский и украинский тренер. Евгений Миронов, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Теодор, Сергей, Николай, Михаил, Матвей, Макар, Иван, Дмитрий, Виктор, Василий. Доброе утро всем, кто начинает вместе с нами день, а также тем, кто к нам только присоединился. В Якутске стартовал традиционный и любимый многими фестиваль «Зима начинается в Якутии». По уже сложившейся традиции в эти дни в нашу республику съезжаются гости, чтобы вместе встретить зиму. Чем привлекают туристов этот фестиваль, какие интересные изюминки и фишки придумали организаторы в этом сезоне, мы узнаем у нашего гостя. Ирина Высоких, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Сергеевна, доброе утро. Да, в пятницу в республике начался долгожданный многими якутянами, россиянами фестиваль «Зима начинается в Якутии». Каждый год организаторы придумывают какую-то изюминку. Что ожидает нас в этом году? Что подготовили организаторы? Ну, во-первых, мы каждый год еще и перезагружаем традиционные мероприятия. В этом году, например, мы таким образом по-другому интерпретировали фестиваль «Вкус Якутии», интегрируя туда молодежь. У нас в командах шеф-поваров участвуют наши студенты профильных колледжей. И это на самом деле очень здорово, потому что совершенно по-новому звучат сейчас традиционные блюда якутской кухни. И я уже сама лично успела в этом убедиться во время гастрофестиваля. И, конечно, новые мероприятия. Это, например, арт-шоу «Снежная королева в Якутии», конкурс фото- и видеоконтента «Сияние Севера», итоги которого мы подведем 1 декабря. Замечательные фотографии, замечательные видео поступили с самых северных уголков нашей республики. И, конечно, мы в этом году делаем снова Arctic Fashion Show, который мы тоже немножко модернизировали. Это будет уже конкурс дизайнеров. Мы выдвинули там несколько номинаций. И у нас будет новая тема «Мамонты спасают слонов». На эту тему меня вдохновили наши палеонтологи во время конференции, которую мы делали в сентябре, когда они мне рассказали, насколько действительно важно продвигать мамонтовую кость, потому что действительно она спасает живых слонов, заменяя как раз себя в коллекциях украшений и во многих других образах, производствах, которые используют слоновую кость. Ну, очень интересно, прям действительно много нового придумали. А второй год у нас в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире многие мероприятия уходят в онлайн-формат.
Как у нас будет это проходить? Ну, конечно, у нас будет гибридный формат, у нас будут и оффлайн мероприятия, и онлайн. И, ну, во-первых, мы сможем большее количество, значит, людей охватить со всего нашего земного шара, могут наблюдать за тем, что происходит в Якутии, за всеми самыми интересными, зрелищными событиями. Например, Arctic Fashion Show мы будем транслировать на НВК, и я думаю, что все будут внимательно следить за тем, что происходит на экранах. Мы постарались сделать также онлайн-трансляции практически всех мероприятий. В оффлайн формате у нас проходит «Вкус Якутии», то есть любой житель, гость нашей столицы сможет прийти в один из 11 ресторанов и отведать самый необыкновенный сет, по-другому интерпретирует нашу якутскую кухню, рестораны, и удивляет в этом году нас еще больше, чем в прошлом. Так, куда идти надо? Все 11 ресторанов, они есть на сайте Минпреда, есть на сайте «Вкус Якутии», одноименный сайт гастрофестиваля. У нас появились новички. Вообще ресторанов больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было 7 участников, в этом году 11. Например, появился парк Эрдел, появился Орто Дайду, совершенно тоже невероятными сетами. Традиционно у нас участвует усадьба Атласовых, Китчен и многие другие рестораны, которые, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, ждали, как вот вчера, например, нам сказал шеф-повар ресторана Kitchen, ждали этого фестиваля больше, чем Нового года. Поэтому я думаю, что стоит сходить и попробовать эти сеты. Но вход будет также по QR-кодам с Да, справкой конечно. о медотводе. Конечно. Традиционно на фестиваль приезжают гости. Кого мы ожидаем в этом году? Кто приехал? Смотрите, несмотря на пандемию, у нас география достаточно широкая. В основном это, конечно, Россия, но есть и гости у нас, например, с Мексики. Поэтому и журналисты, тревел-блогеры, и люди, которые работают в туриндустрии, и просто путешественники приехали в этом году на фестиваль, вместе с нами окунулись в это прекрасное зимнее время, и я думаю, что они получат невероятное впечатление. Самый главный гость, наверное, Дед у нас Мороз Дед приедет? Мороз. Дед Мороз нас поздравил онлайн, потому что у него сейчас тоже очень много дел. Забитый график. Да, связано в том числе и с ограничениями. Поэтому, ну, Дед Мороз сейчас тоже активно вакцинируется. Наш Чисхан недавно вакцинировался, многие видели это в онлайн-формате. Но они тоже берегут себя, так как они старше 60 лет и должны ограничивать себя от поездок. Ну, конечно, им еще работать в ночь с 31 на 1, Конечно. раздавать подарки детям. Но вообще фестиваль это не только развлекательная программа, будут еще какие-то деловые встречи проходить. Да, у нас уже прошло ряд мероприятий. На прошлой неделе, например, состоялась научно-практическая конференция, посвященная здоровому питанию в Арктике. Очень интересная тема. Ученые и представители индустрии много говорили о том, как сделать так, чтобы наше молодое поколение, оно больше питалось экологически чистыми продуктами, и чтобы традиционно наша кухня не потеряла своего смысла именно в современном быту. Я считаю, что очень многие деловые мероприятия, посвященные вот именно этой тематике, в этом году проходят. Это замечательно. Ну и, конечно, мы очень многие встречи сейчас делаем с туриндустрией на тему, как развить свой бизнес в условиях пандемии, как перевести свой бизнес в онлайн-формат. Этому тоже очень много посвящено времени в деловой части программы. Недавно было подписано соглашение между республикой и корпорацией «Туризм РФ». Что это дает республике? Ну, это, я считаю, что наша большая победа. Мы к этому довольно долго шли, и наш регион, он не был как раз вот в первой очереди подписания, но мы смогли перешагнуть все утвержденные критерии, турпоток и близость к каким-то основным локациям, куда и так ездят жители нашей страны. И подписали это соглашение по мастер-планированию 8 туристско-рекреационных кластеров. Это на самом деле рекордное количество. И мы сможем привлечь федеральные инвестиции на такие ТРК, как, например, Лена в Хангаласском районе и ТРК «Российский север Арктики» в Булунском районе. То есть, понимаете, да, какая география? То есть это очень серьезные
соглашение, которое обязывает как Якутию, так и корпорацию «Туризм РФ» работать в одном направлении, развивать наши пространства туристические и с точки зрения социально-экономического развития, и с точки зрения сохранения именно культурного ландшафта. Ну, это действительно очень большой шаг для нашей республики, для дальнейшего развития туризма. Ну, а у вас, Ирина Сергеевна, сейчас есть возможность пригласить наших телезрителей, гостей республики на фестиваль, который вот уже стартовал в эту пятницу. Да, я приглашаю вас зайти на сайт Минпреда, во все наши соцсети, там есть подробная программа. Выберите мероприятие себе по душе, обязательно приходите, участвуйте, посещайте гастрофестивали, сходите, посмотрите, какие замечательные скульптуры сделали, не только теперь уже на традиционном 202-м микрорайоне, но и в парке Ордел, в усадьбе Атласовых. Замечательно абсолютно онлайн-мероприятия у нас идут. Включайте 2 декабря НВК, смотрите Arctic Fashion Show, участвуйте во всех наших фото и видеоконкурсах и просто получайте замечательное впечатление от фестиваля «Зима начинается с Якутии», получайте энергию нашей замечательной якутской зимы. А самое главное событие, вот зажжение главной елки. И где 1 декабря вы тоже сможете посмотреть это все в онлайн-формате и на НВК. Елочку зажжет Чисхан, и будет, конечно, поздравление от главы республики, который, кстати, был в свое время родоначальником фестиваля «Зима начинается с Якутии». Друзья, мы вас всех приглашаем, обязательно вам рекомендуем посетить эти мероприятия и, конечно же, почувствовать на себе, как это, когда зима начинается в Якутии. Спасибо вам большое. Спасибо за исчерпывающую информацию и желаем хорошего проведения фестиваля. Спасибо. Ну а с 1 декабря произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров. В первую очередь автоматическая индексация ждет тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. У кого еще повысится пенсия, об этом и других актуальных новостях расскажет наш обозреватель Иван Лазаренко. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. 3 категориям пенсионеров повысит размер выплат с 1 декабря этого года. Так, автоматическая индексация ожидает граждан, отпраздновавших в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в 2 раза до 12 088 рублей 96 копеек. На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа сего года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за 3 месяца. На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявление на перерасчет. 300 тысяч рублей от Якутии к Всероссийскому дню матери получила многодетная мама из Мирного. Олеся Сапрунова воспитывает 9 детей. Деньги – дополнение к награде «Нагрудный знак «Материнская слава» 1 степени. Правительство республики поздравило Мирнинку дистанционно. Республиканскую награду получила и Наталья Березовая. Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы района, отметил ее нагрудным знаком имени Софьи Сидоровой за вклад в социально-экономическое развитие Мирнинского района. Другие многодетные мамы получили премию главы района «Слава матери» 50 тысяч рублей. Такую же премию, но на 10 тысяч больше, позже получат 2 матери из поселка Светлый. Приняли всех ребятишек. И да, справляемся. Ну, благодарим, что за поддержку дали нам средства. Ну, в первую очередь, конечно, хотим старших детей на обучение их потратить, чтобы дальше они пошли учиться. Ну, и на здоровье. Якутский героический эпос «Нюргун-Баатур Стремительный», признанный шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества, теперь переведен на алтайский язык. Алтайское название перевода «Нюргун-Баатыр». Накануне в Государственном собрании Илтумен с участием алтайских гостей прошла презентация книги. Напомним, инициативу по изданию эпоса на алтайском языке поддержало правительство Республики Алтай. Международный проект по обмену взаимными переводами эпических произведений эпоса народов мира под эгидой ЮНЕСКО был инициирован председателем Якутского парламента 5-го созыва Александром Жирковым. В рамках проекта алтайский эпос «Маадай Кара» был переведен на якутский язык в 2017 году. Мы уже поддерживая это очень важный проект, мы на алтайский язык перевели «Нюргун-Баатур Стремительный», а до этого наш
героический эпос Мадай-Хара был переведен на якутский язык. До этого кыргызский эпос, сейчас и Урал-Батыр башкирский переводится. Вот это и есть то, что нас сегодня объединяет, то, что нас сближает, а это наши этнокультурные корни. Поэтому сегодня, я думаю, это большое событие, презентация как раз переводов от Нюрнботера стремительного на алтайский язык и Мадай-Хара на якутский язык. С большим удовольствием приехал и хочу всех наших братьев, друзей поздравить с этим событием. Именно благодаря вот таким переводам, допустим, якутские и алтайские народы становятся еще ближе. Якутия привлекает к себе не только туристов, но и диких животных. Совсем недавно в нашей республике был замечен амурский тигр. Зачем он сюда приходил, что он здесь искал, мы узнаем в следующем сюжете. Вот тигриный след, вот собачий. Балахтох. Вот моя нога. Юго-восточная часть Якутии. Летчик-наблюдатель Учурского авиаотделения Якутской авиабазы авиалесохраны Андрей Иванов заметил следы амурского тигра. По его словам, отпечатки были свежими. Ширину пятки автор видео озвучивает как 12 сантиметров. На Дальнем Востоке, в тех регионах, где обитают тигры, их численность составляет более 600 особей. Отсюда иммиграция молодых тигров в соседние с Амурской областью регионы, в том числе и в Якутию. Не исключено, что марш-бросок до Якутии мог совершить тигр, который в августе-сентябре попал на фотоловушку в районе Шантарских островов, а в конце октября наследил в долине реки Уда Хабаровского края. Самцы крупных хищников имеют свои участки обитания, и, может быть, это связано с тем, что с попыткой поиска своего участка обитания. И как фактор может быть, что с уменьшением пропитания в связи с чумой свиней кабаны погибают, и уже амурский тигр приспосабливается к другим видам пищи, например, северная лень, косуля, благородная лень. Это самец, молодой самец амурского тигра. Ну это точно, да? Ну, скорее всего. В Хабаровском крае реализуется проект «Северный тигр», а граница с местом традиционного обитания амурского тигра всего в 20 километрах от места обнаружения следов. Так что, скорее всего, тигр пришел именно оттуда. Для Якутии заход тигра – это большая редкость. Известна история, когда в 1905 году тигр зашел в Усьмайский район. Тогда на него объявили охоту, а после чучело передали Якутскому областному музею. Ныне это дом-музей Емельяна Ярославского здесь, в Якутске. И чучело хищника до сих пор пользуется большой популярностью. 21 ноября в первом эжанском роде, в 80 верстах от Усьмайского селения, вниз по реке Алдану, тунгусами указанного рода, от ближайшего жилища в 10 верстах, убит тигр с человеческими жертвами. Погибли инородец чакырского наследия Петр по прозвищу Хамыях и тунгус эжанского рода Сергей Атласов. Размер убитого тигра следующие. Длина от ушей до кончика хвоста – маховая сажень, хвост – 2 сажени, длина морды – пол-аршина. Приблизительный вес – 15 пудов. Из рапорта полицейского исправника якутскому губернатору 15 декабря 1905 года. По современным меркам тигр начала прошлого века имел длину 2 метра и весил около 240 килограмм. Тушу тигра привезли вежанцы оттуда в Петропавловск. Это оказался маньчжурский тигр, один из самых крупных видов, обитающих в уссурийской тайге. Охотник Усьмайского улуса, да, Захаров, он специально приехал, чтобы посмотреть на своего тигра. И это в 50-х годах было. И вот старику было уже тогда под 90 лет. Потому что за этот отважный поступок, наверное, его судьба ему подарила долголетие. И местные, и родственники Захарова, они говорят, что он умер, когда ему было 117.
Но стоит также отметить, что в последнее время участились случаи, когда и другие более мелкие дикие животные меняют свои маршруты и даже забредают в центр городов. Правда, ученые связывают это с обычной сезонной миграцией животных. Такое явление было всегда, но сейчас это стали подмечать чаще с распространением соцсетей. Как правило, животные потом сами находят дорогу в лес, но если они задерживаются возле жилищ, специалисты советуют не подкармливать их и сообщать экологам, они выловят и выпустят их в естественную среду. Но что касается недавнего случая с тигром, то составить более подробный маршрут и понять мотивы поведения хищника можно будет позднее, когда экологи соберут всю имеющуюся информацию. Оксана Устинова, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. Ну, я надеюсь, что хорошая это примета, что к нам забрел тигр накануне года тигра. Да, следующий 2022 год как раз-таки будет годом тигра. Друзья, доброе утро всем, кто с нами, а также большое спасибо тем, кто создает настроение себе и своим родным и близким. Следующее сообщение у нас – это поздравление. Поздравляю свою маму Садовникову Надежду Михайловну с Днем Матери. Желаю здоровья, счастья и много денег. Люблю. Сын Денис. Ну а сейчас самое время узнать, что, по мнению астрологов, готовит нам следующая эта неделя. Первая половина недели пройдет успешно у овнов, загруженных работой. Вы сможете справиться с большим объемом дел благодаря высокому уровню работоспособности. Также это хорошее время для наведения порядка в делах, установления оптимального режима дня. Так вы сможете легче справиться с делами. Неделя пройдет в гармоничной атмосфере у тельцов, сосредоточенных на личной жизни. Улучшатся ваши отношения с партнером по браку. Сложные вопросы сейчас стоит проговаривать, находить компромиссы, укреплять взаимопонимание. Дети в этот период станут связующим звеном в семейном союзе. Близнецам рекомендуется сосредоточиться на вопросах благоустройства жилья и решения хозяйственно-бытовых проблем. Наверняка какие-то дела по дому вы постоянно откладывали на потом из-за нехватки времени и отсутствия интереса. Сейчас наступил наиболее подходящий период для их решения. В первой половине недели раков ждет много интересного общения, поездок, встреч, телефонных разговоров. Разговоры с окружающими людьми будут весьма конструктивными. Не исключена развлекательная поездка за город. Львы, у вас будет шанс повысить свой уровень доходов. Не исключено, что кто-то из родственников окажет вам материальную помощь. Это удачное время для покупки одежды и товаров для дома. Отношения с близкими родственниками будут весьма доброжелательными. Сейчас можно планировать совместные домашние дела, проводить ремонт или уборку в квартире. Девы в первой половине недели смогут найти взаимопонимание практически с любым человеком. Это хорошее время для знакомств, организации встреч, поездок, а также для телефонных разговоров. Впрочем, не имеет значения, какого характера будет встреча – личного или делового. Вы сможете расположить к себе собеседника и добиться нужного исхода разговора. Весам на неделе рекомендуется посвятить все свое время работе. Не позволяйте окружающим отвлекать себя на посторонние вопросы. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. Также это подходящее время для духовных практик. При определенных условиях вам удастся добиться гармоничного сочетания физических нагрузок, работы и отдыха. Неделя подходит для проведения расследования, написания серьезных научных работ на основе собранных фактов. У скорпионов может усилиться потребность в дружеском общении и поддержке со стороны единомышленников. Возможно, для осуществления грандиозного плана вам потребуется привлечь своих друзей и родственников. Это подходящее время для сотрудничества, участия в коллективных проектах. В эти дни возрастет потребность в новых впечатлениях. Стрельцы могут рассчитывать на протекцию тайного покровителя в реализации своих планов. Особенно это касается вопросов профессиональной деятельности. Вам может поступить информация из конфиденциальных источников, которая позволит составить верное представление о сложившейся ситуации.
Козероги. Неделя благоприятна для завсегдатаев клубов и активных пользователей социальных сетей. А вот вторая половина недели может внести напряженность в ваши отношения с окружающими. Старайтесь не доверять никому свои секреты и не откровенничать о личной жизни. Сказанное в эти дни может быть использовано против вас. Водолеям в первой половине недели рекомендуется активнее добиваться поставленных целей и не бояться перемен. Если что-то не получается выполнить в привычном ключе, просто измените свой подход. Тогда ваши дела пойдут в гору. На работе не исключены кадровые перестановки, в результате которых вы сможете значительно продвинуться вперед по карьерной лестнице. Первая половина недели у рыб складывается благоприятно для выстраивания партнерских отношений. С партнером по браку и бизнесу можно обсуждать любые острые вопросы. Также вы можете прийти к компромиссу, который устроит все стороны. Вторая половина недели может внести хаос и непонимание в отношениях с руководством. Старайтесь в этот период соблюдать поставленные дедлайны и аккуратно выполнять все свои задачи. Мы всем желаем, кто к нам присоединился, доброго утра и хорошего начала продуктивной недели. Ну а после летнего изобилия свежих овощей и фруктов, конечно, наступает зима. Конечно, на прилавках магазинов можно в большом количестве найти китайские огурцы, например, да, помидоры, но достаточно ли в них витаминов и микроэлементов? Вообще, как свежие овощи влияют на наше здоровье в зимний период, чем опасны от их отсутствия в рационе? Об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем, диетологом Леной Погорыновой. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, хватает ли фруктов вообще в рационе якутян? Ну, И вот овощей. сколько я изучаю рационы нашего населения, да, в своей практике, у всех одинаковые проблемы. Это однообразие и нехватка овощей и фруктов в рационе. Вообще тотальная нехватка. Люди зимой особенно, они не едят овощи и фрукты. Это большая проблема. Потому что, многие боятся, да, что зимой овощи некачественные, что они не свежие или откуда-то привезенные из Китая, да, с того же. Поэтому, оказывается, многие просто отказываются от приема овощей. А вообще, чем для организма чревато отсутствие, нехватка овощей, например? Овощи у нас являются основным источником клетчатки. Овощи и фрукты. А без клетчатки у нас что будет происходить? У нас будет нарушаться работа кишечника, желудочно-кишечного тракта, да? Может нарушаться микрофлора, проблемы могут возникать различные, связанные с кишечником. И все это наглядно я вижу в своей работе, даже набор лишнего веса. Почему? Потому что клетчатка – это балластное вещество. Когда мы добавляем овощи в свой рацион, мы тем самым снижаем калорийность, скажем так, да, потребляем меньше. А когда мы едим только, например, в основном у нас что? Макароны, картофель, мясо, да? Крупы. Да, крупы, гречка, рис, например, да? И получается, что все это очень обильно, в больших количествах овощей нет, и, соответственно, у людей лишний вес и проблемы со здоровьем. Поэтому овощи являются неотъемлемой частью рациона. Они должны составлять прям основу вместе с крупами, с цельнозерновыми продуктами. И сколько порций, как думаете, в день надо съедать? До 5 порций фруктов и овощей. До 5. А Да. порция на какого размера? Порция примерно Размером с с ладошку, с тазик, С ваш кулак. салата. Получается, да, у женщин чуть меньше порция, у детей чуть меньше, у мужчин больше, да. Поэтому каждый может оценить свой рацион, съедает ли он необходимое количество фруктов и овощей. Допустим, 3 порции овощей обязательно надо съедать, а фрукты, можно 1-2 в зависимости от предпочтений. То есть, например, яблоко размером с кулак – это одна порция. Да, примерно так получается. Одна помидорка средняя, крупная даже, пол огурца примерно, 1 порция. А последовательность какая-то есть? Допустим, нежелательно перед сном употреблять фрукты, а лучше употреблять как раз-таки овощи. А после завтрака как раз-таки съесть не огурец с помидоркой, а тот же самое яблоко. Таких особых рекомендаций нет в течение дня, да, по приему. Единственное, непосредственно перед сном фрукт не рекомендовала бы у людей, у которых повышенная кислотность. Например, съели яблочко, легли спать, и может быть изжога после этого. Вообще перед сном, да, непосредственно за 2 часа, за 3 часа
поесть, этого будет достаточно. И в течение дня можно фрукты хоть в любое время есть, можно вечером. Некоторые думают, что фрукты надо там, до обеда, до 15 часов, до 12 часов. Ну, разные рекомендации я слышала. Ну, можно в любое время. А решат ли проблему, допустим, консервированные овощи? Ну, там, И фрукты засолочные? тоже, вот эти компотики да. вкусные. Ну, компотики, они уже получаются как десерт. Это не свежий фрукт, это не, там уже практически не осталось каких-то витаминов. Единственный вот источник клетчатки, но очень много сахара, поэтому в редких случаях. Ну, более, наверное, конкретно перейдем к овощам. Вот для чего нужны овощи вообще организму? Главное, какие это овощи? Картошка, например, капуста, огурцы. Достаточно большое Ну вот количество. картошка, он больше идет как гарнир. Он питательный, но в нем не так много витаминов и минералов. Вот чего не хватает нашему населению, это зелени, салатов, различные, зелени, да? Укроп, петрушки. Огурцы, помидоры, капуста. Вот это все очень хороший источник клетчатки, и при этом у них низкая калорийность и содержат необходимые витамины. Поэтому вот эти простые овощи, простая зелень, она должна присутствовать ежедневно в нашем рационе. Но что, допустим, все равно выбрать? Потому что я слышала, что иногда помидоры вызывают диатезы. Но это уже индивидуальная Это индивидуально непереносимость, да, получается. Сам фрукт-овощ не может изначально вызвать аллергию. Ну, только у людей, у которых именно к этому продукту имеется вот какая-то непереносимость, может быть, реакция, конечно. Ну вот мы как бы уже изначально начали нашу тему о том, что не хватает людей это понимать, но не берут принципиально, потому что боятся. Да, да. Вот где брать овощи действительно настоящие, в которых быть уверенными и потреблять свою норму и беречь свое Вот здоровье? я всегда рекомендую желательно брать сезонные овощи. Но зимой у нас не сезон, да, у нас очень долго. Вот с сентября, с октября по май вообще нет сезонных овощей. И вот недавно, несколько лет назад, у нас открылась же теплица своя в Саюре. И вот там можно приобретать и свежие овощи, и фрукты. Я огурцы там только там беру, например. Они реально вот как домашние. Ну, себя в кстати, огороде. могу подтвердить, да, вот помидорки мне прям у них не очень Да, нравятся. очень хорошо, Большие, вкусно пахнут. мясистые. И вот даже если выбираете, у овощников, там надо смотреть, чем вот меньше размером, да, тем они вот вкуснее пахнут, тем натуральнее продукт. А зимой от китайских, конечно, лучше воздержаться, потому что, видно по внешнему виду даже, что ни запаха, ни вкуса у них нет, да, слишком большие, блестящие, вот это должно настораживать. Ну, друзья, давайте еще раз напомним норму человека, взрослого, в день овощей и фруктов. Это 5 порций фруктов и овощей, обязательно 3 порции овощей, порция с ваш кулак и, до 2 порций фруктов получается. Лена Егоровна, большое вам спасибо за достаточно интересную информацию. Я думаю, что многим зрителям она пригодится. Друзья, соблюдайте эти простые рекомендации и берегите свое здоровье, себя и своих близких. Ну и еще одно сенсационное открытие. Между прочим, вылечиться, избавиться от коронавируса поможет восстановиться. Поможет хлеб. Хлеб. Хлеб, да, действительно. Рекомендации диетолога Михаила Гинзбурга производит агентство «Народные новости». По словам диетолога, цельнозерновые продукты обладают противовоспалительным действием, и их употребление может стать одним из методов восстановления после различных заболеваний. И, кстати, да, вот как раз в этом году в Ленске открыли муниципальную пекарню. Здесь душно и вкусно пахнет. Мы находимся на производстве хлеба. Процесс заготовления занимает 18 часов, и все начинается с опары. Вот здесь 50 килограммов. Не сказать, что это тесто, но все начинается именно здесь. Пара стоит около 3 часов. 3 часа отстояла пара, потом заводим тесто. Тесто стоит около 3 часов, потом только мы его раскидываем. Вот получается где-то в этот период 16 часов. И плюс 40 минут стоит на расстойке, 45 минут он выпекается. Вот считайте, где-то получается около 20 часов готовится хлеб. Около 600-700 булок изготавливаем в день и около 200 батонов. Чтобы приготовить 600 булок хлеба и 200 батонов, требуется 5 мешков муки. А где это все хранится, мы идем в хранилище «Царство муки». Здесь находится 3 тонны, и, как нам сказал технолог, что это количество израсходуется за месяц. Дарья Боискорова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край».
Доброе утро, уважаемые телезрители. Всем желаем отличного настроения. И хотелось бы напомнить, что с 2014 года в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». В этом году в фестивале примут участие ведущие заведения общепита столицы. Подробнее об этом и других новостях расскажет наш новостной обозреватель Иван Лазаренко. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, коллеги. В эфире новости. В этом году 12 ведущих ресторанов города Якутска предложат жителям и гостям столицы свои лучшие блюда якутской национальной кухни и кухни народов Крайнего Севера и Арктики в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Напомним, что гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» инициировал Айсен Николаев, будучи еще главой города Якутска в 2014 году. Это одно из ярких событий туристического фестиваля «Зима начинается с Якутии» и является обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2016 в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма». Подведение итогов гастрономического фестиваля состоится 5 декабря. Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если новый штамм коронавируса омикрон распространится наряду с дельтой, то будет поражать и вакцинированных. По словам биолога, дельта-штамм может пропустить омикрон, но в этом случае для защиты от нового штамма потребуется большое количество нейтрализующих коронавирус единиц. Напомним, с воскресенья Россия прекратила воздушное сообщение с рядом африканских стран, где были зафиксированы случаи обнаружения нового штамма. Тем временем в научном центре имени Гамалеи рассказали об успешной вакцинации детей назальным препаратом от COVID-19. Назальной вакциной против коронавируса прививали не совсем маленьких детей. Никаких негативных последствий не было, сообщил директор центра Александр Гинзбург. По его словам, этим же препаратом воспользовался и он сам. Ранее в центре Гамалеи сообщали, что назальная вакцина от ковида «Спутник Ви» безболезненна и имеет минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что и он сделал прививку назальной вакциной от коронавируса. И по его словам, никаких ощущений после процедуры у него не было. 1 и 2 декабря в Якутске пройдет форум «Государственное управление про людей», в котором примут участие управленцы Дальнего Востока нового формата. Цель форума – повысить эффективность инструментов госуправления, собрать лучшие практики проектной работы и администрирования, обратной связи от жителей, а также получить обмен опытом среди регионов Дальнего Востока. Форум пройдет в точке кипения на базе Северо-Восточного федерального университета в столице региона. Киносборы снятых в этом году якутских фильмов более чем на 10 миллионов рублей превысили уровень 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры республики Владислав Левочкин на форуме «Российская креативная неделя. Сибирь». Так, в текущем году собрали 56 миллионов рублей. В 2019 году сумма сборов равнялась 44 миллионам. Замминистра уточнил, что за неполный год выпущено 12 кинокартин. Самым значимым событием стал выход во всероссийский прокат исторической ленты «ТГ Дархан», которую снимали к юбилею республики. Бюджет фильма составил 255 миллионов рублей. В массовке участвовали 10 тысяч якутян. К этому часу пока все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня. Очень рад за наших кинематографистов. Очень хорошая новость. То есть на 10 миллионов рублей сборы больше, чем в 2019 году. Ну да, это действительно прогресс налицо. А мы будем радоваться за наших кинопроизводителей и, конечно же, за то, что люди возвращаются в кинотеатры. Ну и тем более интересуются нашими якутскими кинофильмами. Но мы напоминаем, что работает наш WhatsApp номер, также наш Instagram, страничка. Отправляйте свои пожелания. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился, а также к тем, кто встречает этот день вместе с нами. Друзья, не за горами Новый год, а это значит, что совсем скоро нас ждут имбирные и медовые пряники. Такие любимые, такие вкусные. А вот в Музее архитектуры и дизайна в столице Швейцарии стартовал конкурс пряничных домиков. Свои работы на эту тему вместе представили более 130 участников. Свыше 130 ароматных работ представили в Стокгольме участники ежегодного рождественского конкурса пряничных домиков
Темой нынешнего состязания, которое проходит в 31-й раз, стало слово «вместе». По словам организаторов, участники турнира попытались интерпретировать задание, каждый по-своему в меру своей фантазии. С одной стороны, это экспонаты, посвященные семье, с другой – объединению людей в принципе. Среди представленных работ – отец и сын, занимающиеся вместе выпечкой, пару влюбленных на свидание в кинотеатре, Ноев ковчег, собирающий животных, кафе из телесериала «Друзья» и даже падение Берлинской стены. Вот это очень интересная работа. Это Берлинская стена, которая пала в 1989 году. И она соответствует заявленной теме, потому что мы видим здесь людей, встретившихся снова после того, как они были долго разделены. Это интересная интерпретация задания и очень близко к тому, что мы видим сегодня в условиях пандемии. Победители конкурса в 5 категориях – архитекторы, дизайнеры, пекари, дети до 12 лет и все остальные, кто любит печь – будут определены 19 декабря, а сами пряничные домики можно будет посмотреть до 9 января. Кто-то делает домики из пряников, а кто-то создает шедевры изо льда. Недавно в Якутске завершился республиканский молодежный фестиваль ледовых скульптур «Молодежь против террора». И сегодня у нас в гостях победители конкурса – это Николай Ушницкий и Аял Никитин. Доброе утро. Расскажите, с чего и когда началось ваше увлечение именно ледовыми скульптурами? То все начиналось, это мы и сами у Солданского луса и учились, поступили в художественное училище имени П.П. Романова. И то особенно 3 года занимаемся. Вот именно изготовлением изо льда скульптур. Свою первую скульптуру помните? И снежных скульптур. И снежные еще скульптуры делаете. И мы сейчас участвуем на 202-м вот, «Бриллианты Якутии». Мы оттуда вот пришли к вам. То есть вы работали утром и пришли к нам? Здорово. А вы вот уточку принесли, да? А можно ее посмотреть? Она изо льда. И сколько времени ушло на то, чтобы изготовить? Аккуратно. Час. Примерно час. При помощи чего вы ее делали? Боже мой, она такая аккуратненькая, такая красивая. Простого ножа якутского. Просто с помощью ножа? А много у вас вообще каких-то, я не знаю, специальных приспособлений, как все это делать? Потому что вот, действительно, лед – это такой хрупкий материал. Вот эта утка сделана только из ножа, из одного ножа. Все. Друзья, я не знаю, видно вам или нет, но тут прям вот видно вся ее фактурность, все ее перышки, все ее крылышки и тонкий носик. Сейчас тема фестиваля была «Молодежь против террора». Как вы обыграли эту тему? Мы несколько эскизов сделали, потом с нашим преподавателем Александром Анатольевной обсуждали и выбрали один эскиз. И то есть сперва было трудно сделать. А вот можете описать работу, как она выглядела? Как она выглядела? Разрушенный дом, как в войне, сломанные кирпичи и так далее, стекла сломанные. И девушка маленькая такая с мишкой. Смотрит на голубя. Голубь типа представляет мир. То есть очень много символизма? Да. Откуда вы черпаете свои идеи? Черпаем. Как приходит идея создания той или иной скульптуры? Из головы. Как сказать? Из головы? Просто набрасываем несколько вариантов эскизов, потом выбираем лучшее все и сделаем одно. А вот сколько времени у вас занимает именно от идеи до ее реализации? Максимум день. День? Да. Это очень быстро. А вы можете рассказать, или это пока в секрете, что вы на 202-м сейчас делаете на фестивале? У нас 3 темы, 3 скульптуры художественные. На ледовом мировое кино. Мы Чаплина делаем. Ух ты! Сейчас. На снежном 100 лет СССР.
Якутская СССР, которая будет сейчас. И вот третье мы сейчас сделали на площадь Орджоникидзе, оленя с девушкой. Мгм. Вот еще вот такой вопрос. Вот, это же все равно произведение искусства. Вы вкладываете свою душу, свои силы, свои эмоции. А потом, когда наступит весна, это все растает. Вам не обидно? Да, не очень. Ну, сейчас, кстати, может быть, информация будет для тех, кто хочет заняться скульптурами. Вот вообще, какие инструменты используются? Я правильно полагаю, что это сначала такая просто глыба льда, и, наверное, сначала что-то используется для более грубой обработки, да, а потом все точнее и точнее, да? У нас много инструментов. Сперва мы примеряем и линейкой, потом рисуем на глыбе льда, потом думаем и дружбой пилим. Очертания делаете, да? Да, очертания. Формы делаем, потом фактуры, объем. А вот сейчас вы используете какие-то современные технологии, потому что вот стало популярно делать именно с подсветкой какие-то красивые, именно игра цветом. Мы вот думаем использовать на 200 филов. А вообще, вот, мне кажется, лед это очень, да, как мы уже сказали, очень хрупкий такой материал. Вообще, вот, как он собирается? Это какие-то глыбы собираются, потом водой заливаются? Или сразу Или его как-то намораживают, Или может намораживают быть? Нет, просто лед и дружбой пилим. Сначала пилим, потом есть такой инструмент мими, который выравнивает лед на плоскость и сделаем стыки ровные. Потом соединяем ее шприцом. Воду заливаем просто и снегом. Все. То есть, например, мы берем несколько кубов льда, и их можно так соединить, чтобы... Как пазл, да, получается? Да. По размеру. А вот в вашей работе можно ли применить такое правило: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь? Да. По-моему, только в этой работе это как нельзя важно. Ну, мы желаем вам дальнейших успехов. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех горожан и жителей города и нашей столицы посетить 202-й микрорайон и полюбоваться на эту красоту. Ну, а вам, конечно же, дальнейших успехов, побед. Ну и надеемся, что еще не один раз вы нас порадуете своими какими-то красивыми и новыми идеями и скульптурами. Спасибо. Спасибо вам большое. Каждому человеку нужен дом, и пока не обзавелся собственной крышей над головой, жилье приходится, как правило, арендовать. О юридических тонкостях оформления договора аренды жилья нам расскажет наш юрист. Всем доброе утро. Мы рады, что у нас такой замечательный город. Город растет, и, как во всех мегаполисах, встает вопрос жилья. Зачастую речь идет об аренде недвижимости для молодых семей, возможно, для детей, которые приехали учиться. И, как правило, мы обращаемся в риэлторские фирмы. Ну, вдруг неожиданно находим удивительное сообщение о том, что сдается прекрасная квартира в удачном районе. Ее сдает какое-то третье лицо, которое представляется риэлтором. Что нам нужно знать? Во-первых, чтобы заключить с нами договор, данное лицо должно иметь документы, подтверждающие, что оно имеет право заключать сделки по аренде, то есть обременению данного недвижимого имущества. Что это? Это доверенность. Доверенность на физическое лицо, где указано, что собственник квартиры такой-то, такой-то передает право на заключение договора аренды. Также мы внимательно изучаем данную доверенность, а этому лицу мы должны оплачивать, или все-таки в договоре аренды указываются реквизиты собственника жилого помещения, и ему перечисляются денежные средства. То есть все это нужно внимательно посмотреть, потому что если мы передадим денежные средства даже уполномоченному лицу, но оно не имеет права их принимать, получается, что мы арендную плату не оплатили. Как узнать, кто собственник квартиры? Достаточно легко. Это публичная информация, она есть в реестре. Ее можно запросить онлайн. Сейчас это множество сервисов, которые выдают информацию в течение суток, а также обратиться в многофункциональный центр и также запросить по адресу жилого помещения. Нам нужно знать город, улицу, номер дома и номер квартиры, и мы узнаем, кто же является настоящим собственником жилого помещения. Будьте очень внимательны при заключении договоров, потому что договор заключается только с уполномоченным лицом. Также не забываем, что если договор длительный, то есть договор аренды жилого
жилого помещения более года, он подлежит государственной регистрации. Тогда в реестре будет также информация о вас, о том, что вы заключили данный договор, и квартира третьим лицам сдаваться уже не может, потому что она обременена вашим правом на аренду данного жилого помещения. Пусть в вашем доме всегда будет тепло. Будьте внимательны и хорошего дня. Друзья, наверное, многие из вас уже подумали и решили, что же они хотят получить в этот Новый год в подарок. И у нас есть для вас прекрасное предложение. Приобретайте талисманы от Деда Мороза, и в предновогодний день 30 декабря вы можете стать обладателем 2 новеньких автомашин Hyundai Solaris и Kia Rio, 2 земельных участков в микрорайоне Сатал в Якутске, 2 мотоциклов, 13 айфонов, бытовой техники, ювелирных украшений, велосипедов, ружей и многого другого. Талисманы продаются на первом этаже нашей телекомпании уже с 22 ноября. Пусть под Новый год удача улыбнется вам. Ну и, конечно, для всех, кто заинтересован, телефон для справок 729 660. Друзья, принимайте активное участие, делайте подарки себе и своим близким. Ну и, конечно же, желайте хорошего настроения своим дорогим людям. Ну а мы с вами прощаемся, но только до завтра. Да, желаем всем отличного начала, хорошей недели. До новых встреч!